Албалауи Басам Фатхи, родом из Святой Земли Палестина, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, директор представительства Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки в Чувашской республике, доктор права, академик Международной академии Европа-Азия. Сейчас я прочту стихотворение Муса Джалиль, которое я привел на арабском языке. Сон в тюрьме. الحلم في السجن حلمت بابنتي في المنام جاءت وصقلت ناصيتي بيدها قالت لي أوه لقد مشيت لفترة طويلة واخترقت روحي مباشرة نظرتها الطفولية كان رأسي يدور من الفرح عانقت طفلتي وغنى قلبي وفكرت إذن هذا ما أنت عليه الحب والشوق بلغ الحد ثم سبحت معها أبحارا من الزهور سبحنا عبر المروج طائلين ظهر الفجر بخفة وبان ضوء النهار وبعدها تذوقت حلاوة الحياة من جديد استيقظت كما كان من قبل أنا في السجن والزنزانة القاتمة لا تزال كما هي ونفس الأغلال وفي شبه الظلام نفس الحزن كله ينتظر يقف على أهبة الاستعداد لماذا أسمي أحلامي بالحياة لماذا الزنزانة تشوه العالم إن الألم والحزن عذاب في الواقع هل الفرح هو الحلم فقط؟ كلمات Муса Джалиль, эти стихотворения Муса Джалиль, великий татарский поэт, журналист, который поехал, чтобы осветить события, страшные события оккупации его родины, Советский Союз, Второй мировой войны. И там он оказался в плену. И после того, как оказался в плену, вместе с многими товарищи, свои друзья, он был обвинен в предательстве. А его казнили уже. Если я не ошибусь, в 1943 году казнили, или в 1946 казнили его вместе с 9 его товарищей. И только в 1956 или 1957 году, когда обнаружили его стихи эти, оправдали и дали ему звание героя. Хочу сказать, что нет ничего страшнее, чем оккупация. Оккупация народа, его родины, агрессия против любого народа. И нет ничего страшнее, чем несправедливость. Мы пришли в этом мире для того, чтобы научиться, как любить и как поступать справедливо. И уходить из этой жизни людьми, которые сделали наш мир лучше. Муса Джалиль со своими стихотворениями, он сделал наш мир лучше, добрее, честнее, любимее. Вы понимаете, прочитав эти стихи, когда я впервые прочитал, я не смог удержать свои слезы. Я почувствовал, что каждая клеточка в организме этого героя Муса Джалиль дышит любовь к родине, дышит патриотизма. Поэтому я склоняю свою голову перед его душу. Героев никогда не умрут. Он останется вечно в памяти своего народа, в памяти патриотов, в памяти любого свободолюбивого человека на свете. Я, как палестинец, ощутил на себе оккупация и несправедливость. Чувствую
свою солидарность. А Муса Джалиль говорит, рассказывает, читает, учить его стихи. И везде, и всюду рассказывает о его судьбе, о его любви к своей родине, к своему народу. Давайте, дорогие друзья, мы все будем любить друг друга, будем делать наш мир светлее и добрее. Это наша единственная миссия, для которого мы пришли в этой недолгой, абсолютно один миг. Это экскурсия на земном шаре. Великому народу Татарстан, всех народов Татарстана и народов России выражаю огромную любовь, уважение и почтение. Спасибо.